Здравствуйте, в эфире «Итоги недели», в студии Анастасия Чубаева. И сейчас коротко о том, что ждет в выпуске. Сотый не предел. Инвестиционный час в республике достиг крупного юбилея. Было рассмотрено порядка 400 инвестиционных проектов крупных на общую сумму 815 миллиардов рублей. Как вложенные сотни миллиардов рублей превращаются в десятки тысяч рабочих мест, а предприниматели и власть работают в новом формате, расскажет Артур Шамсудинов. И мы, собственно, намерены продолжать также быть в топе регионов, которые привлекательны для бизнеса. Из кабинета чиновников в камеру СИЗО замглавы Уфимского района арестованный подозревается в получении взятки в особо крупном размере. При получении второй части взятки в размере 150 тысяч рублей подозреваемый был задержан с поличным. Как чиновник вымогал деньги у предпринимательницы и какие благие цели, по его словам, он ставил перед собой. Бросаются на рецидивиста с ножом, вытаскивают из горящей машины герои среди нас, а кто-то приходит на выручку братьям нашим меньшим. Малыш! Отравленную, бьющуюся в конвульсиях собаку спасла уфимка и ветврачи. Четвероногому ищут дом. Ласковый, открытый к общению, боязливый, видите же, вот всего боится. В Башкирии начали отстранять от работы невакцинированных сотрудников. Постановление об обязательной вакцинации против коронавируса вступило в полную силу. Теперь работодатели могут освобождать работника от обязанностей без сохранения зарплаты. Соблюдение и выполнение требований на предприятиях будут проверять специалисты Роспотребнадзора, выезжая на места. В случае нарушения юрлицу грозит штраф или приостановка деятельности фирмы. Отмечу, что в регионе завершили вакцинацию 78% населения, не имеющего противопоказаний к иммунизации. Стратегии будущего определяли на Международной неделе бизнеса в Уфе. Она показала, что пандемия не помеха прогрессу. В первый же день форума стартовали испытания новых технологий в машиностроении. В режиме онлайн начали работать новый газоперекачивающий агрегат, который, как говорят специалисты, повышает эффективность в самом сердце газотранспортной системы. Также обозначены приоритеты в сотрудничестве с Российским экспортным центром и корпорацией МСП. О намеченных планах в репортаже Екатерины Тимиряевой. Международная неделя бизнеса в Уфе началась с запуска прогрессивных разработок. В режиме телемоста Конгресс-холл в столице и компрессорная станция КС-17 «Поляна» в Благовещенском районе дали старт началу испытаний нового газоперекачивающего агрегата на базе двигателя АЛ-31СТ. Конструктивный диалог госкорпораций Ростех, Газпром и Башкортостана стимулирует развитие республиканского машиностроения. Начинайте. Щит управления КС-17. Начать комплексные испытания агрегата. Как сказал Ради Хабиров, промышленность Башкортостана проходит непростой период пандемии. В сложном положении находились заводы КУМАП, станкостроение, Белзан. Но сегодня фиксируется положительная динамика. Правление Ростеха приняло решение о создании станкостроительной промышленной группы. Ведущей компанией в ней будет стерлитамакское предприятие станкостроения. В развитие планируют инвестировать порядка 1 миллиарда рублей. Такой же объем вложений ожидается и в создании новых мощностей Белебеевского завода «Автонормаль». Планируемый объем поддержки в КУМАП 1,7 миллиарда рублей. Второй год подряд наращивает объемы Кудартавское предприятие. По итогам года объем продукции достигнет 9,5 миллиарда рублей. Мы приобрели для нужд республики в лизинг вертолет К-32А11ВС. Надеемся, что проект с беспилотным вертолетом точно так же выстрелит. Важно, что его поддержал Фонд развития промышленности и готов профинансировать на 1,7 миллиарда рублей. Индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков высоко оценил эффективность взаимодействия с Башкортостаном. Я хочу сказать, что мы с Ради Фаритовичем создали эту межведомственную комиссию, которая достаточно неплохо проработала весь период. Сегодня 6-е заседание, и я считаю, что мы на правильном пути стоим. Новые возможности экспорта и инвестиций обсудили на пленарном заседании. За 10 месяцев этого года российский экспорт несырьевых, неэнергетических товаров составил 153 миллиарда долларов. Это больше, чем за весь допандемийный 2018 год. К концу 2021-го ожидается показатель в 185 миллиардов долларов. Российский экспортный центр высоко оценил позиции Башкортостана. Практика «Скорая экспортная помощь», которая родилась в республике, заинтересовала федеральных специалистов. Это очень хорошая статистика. 117 стран являются экспортными рынками для товаров Республики Башкортостан.
это действительно очень хорошее восстановление республики от последствий коронавируса. В целом мы характеризуем, скажем так, оживление экономической деятельности. Этот год мы закончим лучше, чем прошлый год, но при этом хочу сразу сказать, что в целом нам еще нужно товарооборот, внешнеторговый товарооборот поднимать, поэтому у нас есть куда стремиться. Но и из положительного, то, о чем мы сегодня тоже говорили, что мы начали серьезно увеличивать долю несырьевого, не энергетического экспорта в общем товарообороте. Это очень важно. В рамках Международной недели бизнеса в Уфе открылся первый в России фермерский островок. Это торговая точка формата шоп-ин-шоп. На ее полках представлена продукция местных производителей, представляющих малый бизнес, фермеров и сельхозкооперативов республики. Сотрудничество правительства Башкортостана и Федеральной корпорации МСП будет шире. Подписано соглашение, которое позволит совершенствовать систему мер поддержки предпринимателей и самозанятых. Цифровая платформа МСП станет единой точкой доступа ко всем мерам господдержки. Действительно, мы весь этот год пытались помочь и приняли целый ряд. У нас вообще 3 пакета мер, да? 3 пакета мер поддержки бизнеса. Вот с самого начала, как только в 2020 году в марте мы начали бороться с коронавирусной инфекцией, мы все это время старались бизнес поддерживать. Каждое ограничение, которое мы вводили, мы его очень внимательно обсуждали, потому что мы понимали, любое ограничение, любой переход на QR-коды, любые ограничения, это все прежде всего, конечно, бьет по бизнесу. Поэтому мы здесь старались очень деликатно, очень аккуратно. То, что мы сегодня подписали соглашение, то цель его как раз-таки и консолидация финансовых и нефинансовых мер поддержки корпорации для того, и региона для того, чтобы использовать все возможности двух сторон для адресности и для отраслевого подхода. И здесь мы тоже видим коллаборацию по выстраиванию валидированных моделей по поиску предпринимателей. Тем более у региона есть отличный опыт с точки зрения экспорта. И в этом смысле мы полагаемся уже на регион, что он нам поможет. И цель этого соглашения – коллаборация, повторюсь, совместных усилий. Международная неделя бизнеса в Уфе – это форум не для заключения контрактов, а прежде всего наработка стратегии будущего. Как сказал Ради Хабиров, также это возможность выразить благодарность инвесторам за плодотворное сотрудничество. Башкортостан – это регион, где вести бизнес безопасно, комфортно и выгодно. Екатерина Семиряева, Артур Ханов, Азат Тузбеков. Итоги недели. Алгу назвали открытием года в России. Об этом заявил директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон Андрей Шпиленко. ОСЗ, расположена на территории Шимбайского и Сельтамакского районов, признана самой динамично развивающейся в стране. Таковы результаты 5-го национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон в регионах. Итоги озвучили на пресс-конференции в агентстве ТАСС. Площадки, которые были созданы от 0 до 3 лет, они стали составлять серьезную конкуренцию тем площадкам, которые функционируют более 10 лет. Мы видим, что открытием года и самой динамично развивающейся площадкой в Российской Федерации является особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алга», которая была создана в Республике Башкортостан. Именно она сейчас начинает уже поджимать и те площадки, которые были созданы. Все лучшее, что вы ранее наработали, могут в себя впитать молодые площадки и сделать рывок. В работе проекта еще 11 резидентов с объемом инвестиций порядка 33 миллиардов рублей. В зоне Алги есть свободные участки. К середине следующего года они будут распределены. Создание второй ОСЗ не планируется, а вот существующую территорию будут расширять на другие муниципалитеты. У нас уже есть обращение целого ряда инвесторов, которые просят нам предоставить земельные участки под статусом, соответственно, ОС, но уже на других территориях. То есть вполне существует возможность комфортная для расширения особой экономической зоны. И после того, как мы завершим распределение земель, у нас осталось порядка 120 гектаров земли, которые можно предоставить инвесторам. Я, кстати, приглашаю сегодня инвесторов. Неплохие участки земли остались. После распределения этих земель мы сразу будем идти и подавать заявку на расширение, соответственно, особой экономической зоны, которая появится уже в других территориях. Такое возможно. Десятки тысяч созданных рабочих мест и сотни миллиардов рублей вливаний в экономику. На неделе глава Башкортостана провел юбилейное 100-е заседание инвестиционного часа, на котором были подведены итоги работы. Новый формат взаимодействия власти и предпринимателей появился в 2018-м по настоянию самого Ради Хабирова. Эффективность инвестчасов уже оценили в цифрах, о предприятиях, которые уже реализовали свои проекты, в материале Артура Шамсудинова.
В 2020 году произвели модернизацию печи РПЦ-ТНА. В этом году завершается реконструкция печи РПЦ-ТНБ, а третью печь мы начинаем реконструировать в следующем году. Реконструкция только одной из таких печей обходится до миллиарда рублей. Но если не вложиться вовремя, в разы снизится производительность предприятия и потерять можно гораздо больше. За 2 года на заводе «Каустик», входящего в холдинг БСК, модернизация затронула едва ли не каждый цех. Данные центрифуги позволяют, они более эффективны, более энергоэффективны, обладают большим количеством ступеней защиты, они более автоматизированы, что исключает человеческий фактор и позволяет более эффективно эксплуатировать производство. Насколько старые были установки, которые были до них? Старые центрифуги эксплуатировались с 1967 года. В ноябре на «Каустике» возобновила работу ранее законсервированная кислородная станция. Предприятие начало поставки для медучреждений. Мы на действующей установке, получается, произвели корректировку технологического режима, соответственно, и технологического оборудования, за счет чего достигли увеличения производительность самой установки. Собственные инвестпроекты БСК неоднократно презентовала на правительственных заседаниях. Первые итоги их реализации можно подвести и на СОДе, дела которой также пошли в гору. Конечно, главный итог работы можно увидеть здесь. Благодаря модернизации на 23% увеличилось количество выпускаемой продукции при сохранении тех же объемов сырья. Ну а в 2021 ожидается рекордное производство соды за всю историю предприятия. Самым заметным результатом можно назвать возобновление производства стиральных порошков. Всем известные бренды снова вернулись на прилавок. Пока в небольших количествах, но в планах нарастить объемы и расширить линейку. В состав наших порошков входит известная всем сода, которая выпускается именно территориально здесь же, на БСК. Поэтому мы соседи, мы, так скажем, производство в производстве. Грамотная инвестиционная политика тянет за собой и социалку. Зарплаты рабочим выросли почти на 13%. БСК организовала для сотрудников собственный спортзал, льготное питание в столовой и ипотечную программу. Объем капитальных затрат по каждому из проектов превышает 25 миллиардов, суммарно более 70 миллиардов. То есть это такие большие проекты, строительство, по сути дела, новых предприятий, замен старых. И это дополнительный фактор того, чтобы молодежь, которая заканчивает Стерлитамакский университет, Уфимский университет, не уезжала в другие регионы, оставалась у нас, работать на современных предприятиях. Модернизация БСК в числе крупнейших инвестиционных проектов республики. Но это то, что делается внутри самого предприятия, а ведь много новых производств, построенных с нуля. Вот, например, открытый на неделе индустриальный парк «Уфимский». На его территории уже разместились резиденты по изготовлению зерноочистительного оборудования. Скоро начнется производство краски для дорожной разметки. И это только начало. Со старта работы инвестиционных комитетов было рассмотрено порядка 400 инвестиционных проектов, крупных, на общую сумму 815 миллиардов рублей. Конечно же, этот тренд, который мы реализуем на республиканском уровне, он активно транслируется на все муниципальные образования. В рамках муниципалитетов реализуются предпринимательские часы. И там, конечно, мелкие и средние предприятия тоже и инвестиционные проекты дают еще более внушительную сумму. В рамках поддержки одобренных инициатив республика оказала инвесторам помощь на общую сумму 14,5 миллиардов рублей в виде налоговых льгот и субсидий. Правительство возмещает затраты на строительство инженерной инфраструктуры, покупку оборудования и проценты по кредитам. Благодаря нашей совместной работе мы в том числе вошли в 5 наиболее инвестиционно привлекательных регионов страны. И мы, собственно, намерены продолжать также быть в топе регионов, которые привлекательны для бизнеса. Третье, что несмотря на сложности, которые вот уже 2-й год вызваны пандемией, мы, тем не менее, обеспечиваем рост инвестиций. Промышленность, сельское хозяйство, придорожный сервис – основные направления для реализации инвестпроектов. Сейчас правительство активно создает условия для привлечения предпринимателей в сферу туризма. Очевидно, 100-й юбилей в копилке инвестиционных часов будет не последним. С Нового года начнется очередной отсчет. Многие предприниматели уже ждут своей очереди. Артур Шамсудинов, Вадим Исламов и Иван Шабрин. Итоги недели. С ответным визитом Уфу посетила официальная делегация Казахстана. Напомним, в конце сентября Ради Хабиров совершил рабочую поездку в Братскую Республику. Тогда была разработана дорожная карта по укреплению взаимного сотрудничества, и всего за 3 месяца она уже заработала. Несмотря на пандемийный год, товарооборот вырос на 32%. В столице Башкирии в рамках Международной недели бизнеса партнеры подписали новые соглашения на сумму более $1 миллиарда. Азат Садриев расскажет подробности.
С возложения цветов к памятнику Салавату Юлаеву начался официальный визит делегации Казахстана в Уфу. Столица Башкортостана встретила гостей долгожданным снегопадом и непривычной для середины декабря теплой погодой. А вот теплая деловая обстановка стала традицией. С приветственным словом к делегации, в составе которой, кроме руководства страны, также представители крупного бизнеса, обратился глава республики. Двери и рынки Башкортостана и Казахстана открываются друг другу. Мы уже сегодня можем фиксировать, что ряд предприятий Республики Башкортостан начинает взаимодействовать с предприятиями Казахстана. Безусловно, у нас в наших планах есть и большие крупные проекты, как крупный проект, который находится в стадии еще осмысления и, скажем так, определения его контуров, это Евразийский экономический центр, где, безусловно, и Башкортостан, и Казахстан могли бы быть одними из ведущих первых игроков. Приезд делегации Казахстана стал ответом на посещение страны главой республики Радием Хабировым в сентябре. Уже тогда удалось придать новый импульс деловым отношениям двух республик, которые начались в 90-х годах. Партнеры подписали ряд соглашений по укреплению связей в промышленном, аграрном и нефтехимическом секторах. Работа уже началась. Республика Башкортостан занимает особое место в стратегическом партнерстве Казахстана и России. Недавно утвержденная по итогам визита главы Республики Башкортостан Радия Фаридовича Хабирова в Казахстан дорожная карта по развитию двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном на 2022-2024 годы становится надежным механизмом дальнейшего наращивания торгово-экономических связей между нашими странами, а также сигналом для бизнес-кругов о долгосрочности и глубине формируемых нами возможностей в целом ряде перспективных отраслей. И этот сигнал бизнес уловил, хотя с момента визита Радия Хабирова в Казахстан прошло всего 3 месяца, уже реализованы проекты на сотни миллионов рублей. Развивается сотрудничество в сфере продовольствия, вырос экспорт продукции Белорецкого металлургического комбината, биопрепаратов и биоудобрений, меда. Большие перспективы еще у одного крупного проекта. В Казахстане планируют создать химический кластер на территории специальной экономической зоны Павлодар с участием башкирской содовой компании. Соглашение об этом подписано в Уфе. Для нас это возможность внедрить новейшие технологии, привлечь серьезные инвестиции и создать мощную основу для развития химической отрасли. Как бы ни звучали громко эти слова, но мы очень верим в этот проект и надеемся при поддержке нашего правительства реализовать его в кратчайшие сроки. Что даст нашим республикам? Объем инвестиций, конечно, большая часть это пойдет в нашу республику. Порядка 650 миллионов долларов будет инвестировано в создание 2 производств. Это 1240 рабочих мест, именно высококвалифицированных рабочих мест, высокая заработная плата на современном оборудовании, что позволит лично, как для меня, жителя Стерлитамака, сохранить самых наших умных ребят, выпускников вузов именно в городе. Дальнейшего процветания Казахстану Радий Хабиров пожелал во время рабочей встречи в Доме Республики. Стороны обсудили дорожную карту по развитию сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном на 2022-2024 годы. Премьер-министр Аскар Мамин в свою очередь отметил, что бизнес-сообщество его страны уже готово предложить конкретные направления реализации совместных проектов, в том числе с перспективой выхода на международные рынки. При этом вести бизнес станет удобнее. Радий Хабиров отметил, что республика в следующем году откроет прямое авиасообщение между Уфой и Нур-Султаном, так что народы свяжут не только единые исторические и культурные корни. Казахстан является для Башкортостана главным экономическим партнером среди стран СНГ. Даже несмотря на пандемийный год, товарооборот между двумя республиками до конца декабря составит порядка 400 миллионов долларов. При этом стороны отметили, потенциал гораздо выше. Уже в ближайшие годы ожидается, что он вырастет до 1 миллиарда долларов США. Азат Садреев, Роберт Давлетбердин, Азат Узбеков и Виктор Демидов. Итоги недели. Уфа. 2 кофемашины и 150 тысяч рублей. Заместителю главы администрации Октябрьского района Уфы предстоит встретить Новый год за решеткой. Его поймали на получение взятки в особо крупном размере. На оглашение меры пресечения Расулю Кагирову стало плохо сердцем, а потерпевшая впервые прервала молчание. За громким делом следит наш корреспондент Радмир Азнабаев. Несколько дней назад Расуль Кагиров пережил инфаркт. Бригада медиков откачивала его прямо на рабочем месте. В ночь на пятницу его задержали силовики, а сейчас он, держась за сердце, ждет оглашения меры пресечения. Чиновника обвиняют в тяжком преступлении – получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемый потребовал от уфимского предпринимателя взятку в размере 200 тысяч рублей за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности, а также за общее покровительство по службе в его пользу.
При получении второй части взятки в размере 150 тысяч рублей подозреваемый был задержан с поличным. В администрации Октябрьского района Уфы Расуль Хагиров отвечал за экономику, торговлю, общественное питание и предпринимательство. Последним чиновник, видимо, увлекся и решил выпросить от местной предпринимательницы взятку. Ответ на вопрос, зачем ему нужны были деньги, удивил всех в зале суда. Поступок, характерный для героя сказки о Робин Гуде, правоохранители не оценили. Правда, вот как в некоторых источниках пишут, что деньги нужны были якобы для корпоратива администрации. В источниках есть то, что деньги собирались на подарки детям-инвалидам? Есть это источник? А деньги эти требовались для подарков? Что? Конечно. А для каких детей? Где? Сейчас, секунду, подождите. Вы можете вообще не комментировать ничего Романа по уголовному? После совета своего адвоката не разговаривать с журналистами, замглавы района воздержался от дальнейших комментариев. А вот потерпевшая, наоборот, решила прервать молчание. Предпринимательница рассказала, как именно Кагиров вымогал деньги. Женщина владеет одной из развлекательных площадок в Сипайлово. Отмывание денег должно было пройти через чек путем оплаты услуг электромонтажа, которого, естественно, не было. Мне счет выдавался на услуги электромонтажа за проведение электромонтажных работ, которого у меня не было. Мне никаких электромонтажных работ не требуют, тем более на такую сумму. Не было никаких детей-инвалидов, подарков никаких не было. Это просто благая какая-то у него, видимо, цель нашлась новая. Показания меняет человек, я не знаю поэтому, что он завтра скажет. Сначала бизнес-леди такое предложение напугало. И перед тем, как занести крупный чек, в октябре этого года предпринимательница передала чиновнику 2 кофемашины стоимостью почти 50 тысяч рублей. Свою вину Кагиров признал лишь частично. Суд отправил его в СИЗО. Ходатайство органов предварительного расследования именно об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Кагирову прокуратура Кировского района города Уфы признана законным и обоснованным, поддержана в ходе судебного заседания. Кагирову Расулю Миркасимовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Правоохранители сейчас устанавливают причастность подозреваемого к иным преступлениям. В Уфимской мэрии пообещали оказать содействие следователям. То, что делают правоохранители, это их работа, и мы будем всячески содействовать, чтобы как можно быстрее установить истину. Спустя час после заседания Расуля Кагирова все-таки увозят на автозаке в Уфимское СИЗО номер 1. За все это время медики, кстати, не появились. Видимо, чиновнику полегчало. Между тем, заместителю главы администрации Октябрьского района грозит до 12 лет лишения свободы. Радмир Азнабаев, Азамат Мухаммедшин. Итоги недели. Улицу Пугачева в Уфе ожидает большая реконструкция. Количество полос увеличится до 4. Появится современная комфортная развязка. Финансироваться проект будет за счет инфраструктурного кредита, который получил Башкортостан. Об этом на брифинге рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Булышев. Руководитель ведомства подвел итоги года и заявил о планах на следующий. Главным дорожным достижением стало окончание строительства моста через реку Белую и завершение реконструкции путепровода Заки-Валиди. Также в республике начал курсировать новый скорый поезд «Арлан» из Уфы в Кумертау и Оренбург. На маршрут заступили и 220 новых автобусов. В скором времени, пообещали в Минтрансе республики, жители заметят улучшение и в автобусных перевозках. Будут появляться новые автобусы в достаточном количестве. Они будут появляться от частных перевозчиков. Возможно, возникнут какие-то там новые частные перевозчики, потому что есть ряд инвесторов серьезных, которые заинтересованы в развитии и улучшении этой ситуации. Да? Мы здесь встали на абсолютно продуманную вот такую дорогу перемен. А сейчас события, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от моего коллеги Эмиля Басареева. В Учелинском районе сгорела буровая. Сообщение о возгорании поступило в Главное управление МЧС России по республике. Огнем была охвачена установка фурукава в 3 километрах от села Сафарово. На тушение пожара направлена добровольная пожарная команда поста села Мансурова. Погибших и пострадавших нет. Причины ЧП выясняет дознаватель МЧС. В Уфе пожилая пара выиграла в суде собственную квартиру. Причиной тяжбы стало то, что бывший собственник спустя 20 лет сделки купли-продажи заявил, что якобы он доверенности на операции с квартирой не подписывал и жилье переоформили на других людей без его ведома. По словам юриста, во всем виновны неполадки в работе Росреестра. В 2017 году в программе произошел сбой и все данные о покупке квартиры пропали. Действующими хозяевами снова стали предыдущие владельцы. Адвокат семьи Михайловых предположил, что про вновь возникшую собственность прежнему владельцу напомнил портал госуслуг, прислав уведомление о налогах на имущество.
Башкортостане обладательницам медали «Материнская слава» увеличит единовременные выплаты. Изменения в указ главы республики подготовило Министерство семьи, труда и соцзащиты населения. Напомним, медаль «Материнская слава» присуждается, начиная с 1998 года, многодетным матерям, воспитывающим 5 и более детей. Всего в республике высокого звания удостоены более 8 тысяч женщин. К награде полагается денежная премия. Раньше она составляла чуть более 17 тысяч рублей с вычетом налога. С 1 января 2022 года размер выплаты увеличится до 25 тысяч. Ростуризм объявил о старте нового этапа туристического кэшбэка. Продажи туров по стране с компенсацией части их стоимости стартуют 18 января и завершатся 12 апреля. В рамках программы можно забронировать тур по стране, путевку в санаторий, круиз по России или отель. Но поездка должна быть не менее чем на 2 ночи. Оплатить покупку нужно картой системы МИР. На нее же автоматически в течение 5 дней вернется 20% стоимости поездки. При этом кэшбэк составит не более 20 тысяч рублей. В круизы можно будет отправиться с начала навигации по 1 июня. Все туры будут представлены на портале мирпутешествий.рф. В Госсобрании республики предлагают изымать машины у пьяных водителей. Депутаты Курултая планируют внести в Госдуму соответствующий законопроект. Согласно документу, конфискацию автомобиля предлагается применять к водителям, которые во второй раз в течение года попадаются пьяными за рулем или же становятся виновниками ДТП с тяжелыми последствиями. По словам инициаторов законопроекта, усиление уголовной ответственности водителей за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии будет справедливым наказанием и эффективной профилактической мерой. Кроме того, это поможет снизить смертность на дорогах. В Башкортостане назначили нового прокурора. Им стал государственный советник юстиции 2 класса Игорь Пантюшин. Заместитель генерального прокурора России Николай Шишкин представил его главе региона Радию Хабирову и коллективу. Игорь Пантюшин ранее работал в Липецкой и Владимирской областях. Общий стаж работы около 30 лет. 100% результата вакцинации удалось достигнуть жителям села Бардовки Кушнаренковского района. Их число составляет 364 человека. Решающую роль в пользу прививки сыграла главный фельдшер населенного пункта. Галина Тюрина сделала вакцину самой первой, тем самым показав пример сельчанам. Сейчас многие уже проходят ревакцинацию. На счету привитых спутником Лайт уже 120 человек. Неделя была богата новостями о настоящих героях. Жители Глинского района спас человека, не побоявшись рецидивиста с ножом. 29-летний Марат Залыков получил награду за мужество и отвагу. В сентябре в ходе разбирательства между участниками ДТП произошел конфликт, в котором водитель Веста и его 38-летний пассажир напали на водителя Киа, 28-летнего лейтенанта полиции. Таксист достал нож и начал наносить удары. Марат Залыков, ставший очевидцем нападения, попытался помешать этому, но также получил ножевые ранения. Оперативники задержали нападавших, которые, кстати, были неоднократно судимы. А в Уфе случайный прохожий спас водителю жизнь. По неизвестной причине в одном из дворов загорелся автомобиль. Внутри оказался заперт водитель. Надышавшись продуктами горения, он потерял сознание. Очевидец происшествия сумел открыть дверь машины и извлечь пострадавшего. Он провел ему искусственный массаж сердца и отвез мужчину в 21-ю больницу. 35-летний пострадавший сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. А вот уфимка спасла отравленную собаку, умиравшую на трассе. Животное, бившееся в конвульсиях, женщина заметила по дороге из Давлекановского района. Она отвезла пса в ветклинику, где за его жизнь принялись бороться врачи. О состоянии четвероногого и о том, кто мог попытаться убить собаку, в следующем репортаже. Малыш! Эти кадры Любовь Локотко снимала, чтобы отправить ветеринарам. Корчившуюся от боли собаку женщина случайно заметила недалеко от трассы. Тогда она еще думала, что пса могла сбить машина. Врачи сказали немедленно везти в больницу. Все ехали мимо, никто не хотел останавливаться. Видели меня, плачущую. Я с одеялом, как Каспер, по дороге. В общем, в итоге остановилась одна калина. Он открыл, вышел, помог мне накинуть на него одеяло. Он бился и клацал, естественно, челюстями. Помог мне накинуть одеяло, погрузить его в багажник. 150 километров езды, бешеного стресса, на каждой кочке он стонал. Он доехал до клиники, сдала в руки врачей. В Уфе четвероногого пациента уже ждали врачи ветклиники «Забота». Собака была в крайне тяжелом состоянии. После того, как удалось купировать судороги, животному сделали рентген. Но на снимке врачи обнаружили не переломы, а иглу, которая проколола брюшину и кишечник. У собаки начался перитонит. Была извлечена игла, устранены дефекты. То есть стенки кишечника, брюшины. Естественно, ушили рану, соответственно. На данный момент состояние удовлетворительное, но прогноз пока еще осторожный, потому что перитонит – это опасное состояние.
Игла достаточно известная, то есть такими иглами обычно догхантеры отстреливают собак. Это иглы, содержащие дитилин. Это вещество, которое расслабляет мышцы, да так, что легкие перестают работать. Сердце еще качает кровь, но сделать вдох собака не может и умирает от удушья. Так раньше истребляли бездомных собак. Но в 2018 году в России начал действовать закон об ответственном обращении с животными. На смену жестоким методам пришли гуманные способы контроля популяции бездомных собак. На территории России действует программа ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. То есть, наконец-то мы избавились от того, что животных безнадзорных убивали просто варварским методом, стреляя в них дитилином. Но, как мы видим по данной ситуации, кто-то все-таки не соблюдает закон. Для этого нужно как минимум специальное ружье, нужны именно вот эти иглы, нужны капсулы, в которые они заливают дитилин и стреляют им. То есть к этому нужно подготовиться. Скорее всего, собаку стрелял ядом тот, кто раньше этим уже занимался. Возможно, организация, которая продолжает, несмотря на запреты, работать подпольно. Идем, пошли, как вас всех много, говорит. Идем. Свою палату пациент покидать не спешил. То ли условия понравились, то ли незнакомые люди и подозрительный аппарат в руках оператора не внушали доверия. Из ветклиники он выписывается не безымянным псом, а форусом. Значит, удачливый, говорит Любовь. Фортуна точно на его стороне. Собака выжила благодаря тому, что помощь ему оказали вовремя, а яд вошел частично. Капсула отлетела от иглы при ударе от тела. Откормлю, приведу в порядок, буду о нем заботиться и начну искать ему новых хороших хозяев. Хорошая, добрая, веселая собака. Он молодой, чуть больше года, наверное, ему. Ласковый, открытый к общению, боязливый. Видите же, вот всего боится. Со временем эта боязнь пройдет. К незнакомым он относится с опаской, но привыкает быстро. А вот кому всецело доверяет, так это своей спасительнице и медикам, которые с ним находились круглосуточно. Ветврач, вносивший пациента в больницу на руках, провожает его, уходящего, на своих 4. Теперь выжившему остается найти дом. Забрать форуса можно, позвонив по телефону, указанному на экране. Пес отлично ладит не только с людьми, но и с животными, в том числе с котами. А раз предстоящий год – год тигра, то удача точно будет на стороне тех, кто встретит праздник вместе с форусом. 12 дней остается до Нового года, и синоптики уже делают осторожные прогнозы на погоду. 31 декабря зима все-таки наступит. Предварительно в центральных районах Башкирии днем ожидается около 15 градусов мороза, а новогодней ночью похолодает до минус 18. Кроме того, синоптики прогнозируют слабый снегопад, ветер до 6 метров в секунду. Такой характер погоды сохранится и 1 января 2022. К слову, в прошлый Новый год в Уфе было холоднее – 25 градусов мороза. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь в курсе событий с телеканалом БСТ. Сразу после смотрите специальный репортаж Эмилии Тимашева. Всего доброго.